общага появилась, мешок. Да, где лучше остановиться? Чего-то ладно. Вообще тут не нравится мне здесь остановочка. Готово. Ну давай, вон. Давай быстро заберем, да поедем дальше лучше. Опа. Упс. Не нырнуть бы, блин. Туда. Все. Чуть выше поднимусь, вон там елка вижу, здесь сосновый какой-то. Дождь начинается. Вон там ельник вроде. Здесь сосны. Дальше поеду. О, крякую. Блин, не успел включить. Ух ты. Вот еще кряква. Тут завал небольшой. Да. Вот так вот, ребят. Такая картина здесь. Можно пройти. Вот еще. Коряга это нехорошая, конечно, там. Сейчас, ребят, проскочим тут. Быстрому. Мотор держит. Мотор надо поднять. Это чему? Вот что значит узкая лодка. На широкой вам будет 100 раз тяжелее. А этот пройдет легко. Шутя прошел.
такое прям столик, сиденье, все в одном. Я имею в виду берег такой хороший. Вот. Просто чай с хлебом попью, а уже потом буду нормально. Там сосиски взял. Обед. Да, ладно. Держи. Так. Що, і Тулан? Що, не ест? М? Не хочешь, как хочешь. Мое дело предложить. Что, и Тулан? Ушел, не съел. Лодку оставлю, потом съест. Первый перекур. Вот. Собрал где-то 15 килограмм чаги, не больше, не меньше. Примерно вот так. Прошел нормально уже. Раз начал, уже здесь сегодня поброжу, и больше я сюда не приеду. Что-то места мне не понравились, во-первых. Чаги нету. Такое вот. Место такое вот. Сосны. Много таких мест сырых. И, к сожалению, и время много теряю о пользе. Ну когда как. Когда как везет, ребят, во всем. Бывает, идешь полдня вообще пусто, потом попадешь в такое место и набираешь. И вот тут тоже прилично уже прошел. Сейчас пью чай. Дождь начинается, погода портится. Вон долгожданчик. Пару штук тут, ребят. Вон. По другой стороне вот шел старицы. Вон там уже круг обошел. Вот. Там осталась одна. Не увидел. В общем, с той стороны увидел вот этот. И вроде еще где-то похоже на чагу там было. Но этот-то я заберу, как ни крути. Столько уже иду, что оставлять как-то не хочется. Достану все равно. Опа. Еще второй. Этот, конечно, выше. Намного выше. А, во. Отсюда. Бах-бах и наш он. О, бля. Промахнулся немножко. Ну вот и все. Наконец-то после обеда, после чаепития, первые чаги. Что-то мало, очень мало уже, ребята. Но он хороший, увесистый такой. Жирная чага такая. Прямо чувствуется вес. Шикарная береста. Ой, это да. Вот, ребят. Вот. Видите, какая труба из бересты. Вот сюда капкан ставить. Идеальный вариант. Вот так идешь, подбираешь место. Вот, скажем, вот тут старица. Тут вот такие две дерева. Сюда жердь прибить и капкан поставить. Да. Береста толстая и диаметр хороший. Вообще самый лучший вариант для промысла с капканами. Просто вот идеальный вариант. Из досок. Ну, конечно, медведи разбивают весной. Просто в труху. Ну и, скажем, из досок, когда делаешь такие домики, надо возить. А это под ногами. Нашел, поставил и уже наживляешь там капкан. Хоть проходной, хоть лапозахватывающий, без разницы. Ко всем подходит. Просто идеальная
штука эта береста, конечно. Иду с той стороны, там, короче, старится. Вон видно, и тут видно, и тут. Это здесь даже, думаю, это хорошее озеро. Там конец. Решил перейти по этому бревну и уже куда-нибудь правее буду брать. Все, здесь пусто. Вроде березы есть, на чаге 0. И вот с другой стороны тоже не вижу. Когда она есть, издалека ты его видишь. Все пусто. Не густо. Дождь потихоньку идет мелкий. Такой спокойный грибной дождь. Вроде бревно не гнилое. Но в то же время надо проверять, ребят. В любой момент может сломаться. Вот. Очень много. Вот смотрите, сколько валежников. Вот просто куда ни посмотри, везде сломанное дерево, свалившееся, все уже свое простояли. Вот вековые валежники там и свежие. Вот под напором снега ломают. Все это ломается от большого количества снега. Вон те молодые пихты. Это не ветровалы, это просто сломанное ветром. Не ветром, а снегом. Вот. Ну, напарник у меня рядом. Хорошо. Просто вот с собакой как-то веселее, как ни крути. Идешь и спокойно на душе так. Успел выключить камеру. Еще шаг сделал и, ребята, увидел. Наконец-то я чагу долгожданную. Сейчас подойдем. И вроде не маленькая, а хорошая чага. Вот это да. Но это знаете, сколько надо ходить, чтобы вот это найти. Но здесь стоило этого. Хорошая большая чага. Смотрите, сколько валежников. Вот. Видите? Прям очень много. Да, огроменная, хорошая. Наконец. Долгожданчик. Да. Неплохая чага. Но больше нету. Обычно одну находишь и там несколько деревьев еще. А тут нету. Кора отходит. Много раз уже подходил к деревьям. Там вместо чаги кора отходит и кажется, что чагенция, блин. Фу. Опа. Хороший. Добротный такой. Сопротивляется. О. Ох. Отличная чага, ребята. Вот так вот. 2 куска. Вон такие. Хорошие. Буду чистить и дальше в путь. Фух. Заодно отдохну. Действительно. Много бересты, конечно. Вот это все. Надо все это убирать. Вот тут кто-то копался. Но следы не оставил. Это она еще много снега было. Вот тут. Медведь или росомаха. Кто-то из двух. Верховая чага. Но можно попытаться. Пытка не пытка. Вот она. Сюда что-то подложу. Какой-то вон березу натаскаю. Раз, второй. И уже повыше я поднимусь. Может смогу отбить. Ну так себе чага тоже слабенькая. Ладно, сперва, потом уже еще второй. Так, с другой стороны вот отсюда.
Так. В принципе, даже думаю, пока и один хватит. Попробую. Шляпа. Маленькие такие куски оказались. Вот так. Все. Совсем мелкие. Совсем мелкие, ребят. Но все равно что-то есть. Тут к речке я подошел, наверное, где-то река уже. Где-то оставить лишний груз. Нормально уже набралось, в принципе. Еще дерево, даже два. Один там слева, одна чага, а тут такой букет. Прям несколько штук их. Тоже чуть-чуть высоко, но достать можно. Тут небольшое озеро тоже. Я и говорю, кругом тут озера, блин. Ходить зигзагами приходится. Да. Там еще высоко. Но здесь достану, сейчас схожу вон туда. Там прям хороший шматок я тоже вижу. Чаги везде разные выходят. Этот пулеобразный такой вот форма. Самая максимальная, вот она. Я находил в прошлом году. Прям сантиметров 40. Дальше ничего нету. Ладненько. Забираем вот это. Хороший. Да, мешок потом оставляю и, ребят, схожу к лодке. Постепенно, потихоньку, лучше так буду подниматься. Там заманчиво. Там тоже как бы вижу еще места хорошие, но сперва схожу за лодкой. И слева на дереве тоже там еще чага есть. Там три чаги в общем. Ну сейчас сколько получится собрать, там покажу. Это один такой вот здоровяк. Здесь там такой мостик уже есть. Подниматься. Опа. Вот видите. Все могу я отсюда срубить. Надо запоминать, куда падают на. Опа. Вот так. Так. Отлично. Опа. И отсюда еще. Опа. Ну да, все. Там кусок небольшой. Отлично. Великолепно. Вот так вот. Тяжелые, хорошие. Вот. Так. И еще. Тут. Вот такое количество, ребят. Надеюсь, видите. Там, вон где-то вон там оставлю. Там небольшое поле. Здесь выходит. Здесь выходит озеро.
устье озера тут на оно. Да, здесь оставлю. Там уже тащить его тоже не очень приятно. Лучше съезжу за лодкой. Ой, схожу за лодкой-то есть. Все, сейчас чищу. Да, здесь сухо пока. Самое то. Там пологий берег. Вообще здорово. С другой стороны озера. Да, тут оставлю. Сам схожу. Вот здесь. Издалека потом увижу его. Мешок. Ну, килограмм 15 тоже собрал. Вот так. Фу. Бобры живут тоже тут. Небольшой дождик, но ничего, не помех. Раз приехали, уже надо собирать, искать, работать. Сюда подъеду, потом уже вон дальше пойду. Прошел сейчас от лодки 2,1 километр. Больше 2 километров уже. Вроде не так много, но я даже и сам удивился немножко. 2,1. Но зигзагами вот вдоль Стариц, туда-сюда, туда-сюда. И сейчас вот возвращаться. Смотрите, какой буралом. Но потихоньку. Другими путями уже. Чуть-чуть прямее пойду. Что сегодня уже примерно так, 2 километра сейчас. Скажем, 1,5 обратно пойду. До этого тоже сколько прошел. Там километр в одну, километр в другую. Ну вот считайте, за день где-то километров 10 точно наберется. Смотрите, сколько тут надолбили эти дятлы. Вот. Ну, под ними снег еще, конечно, но все равно вот это накрошили они. Сушина, блин, опасная штука это. Вот любой момент, вроде крепко стоит, но любой момент может он оторваться, сломаться и просто прилететь на голову. Лучше стороной проходить такие деревья. Ну вот, наконец-то, ребят, нашел место, где прям 3 дерева. Вот одно, небольшая чага. Здесь вторая. Уже как бы он мягкая, блин. Вот здесь, наверное, только кусок возьму и все. А этот только образуется, или я не знаю, почему вот такая она получается. Некоторые говорят, что это чернота самая полезная. Она совсем как уголь. Вот. И еще вон там. Да, сейчас я забираю, собираю и покажу, сколько получится. Ух ты. О, это шматок. Добротный. Так, им есть. Здесь не пойми, что тут творится. Короче. Опа. Думаю, до озера уйдет. Нереально что-то непонятное тут. Ну тут понятно.
Это тоже более как-то. Здесь еще вот этот. Как-то еще надо забрать. Все, я доволен. Ну вот, одно дерево, там 2 штуки. Второе это вот отсюда. И отсюда еще. Ну, нормально так. Этот шматок хороший. Жуленький. Но это почищу. Что еще, конечно. Уйдет тут, наверное, крошится. Очень много. Сразу лишнее уберу. Ну все. Вот это меня порадовало. Этот пятачок, блядь, 3 дерева отрядом как-то интереснее. А так бывает. Идешь, и одно дерево там бумс, и все. Вот так. На второй канал будни Олега немножко ручей поснимал. Хотел там проскочить. Попробовал, но, ребят, там опасная зона, оказывается. Там яма. Тут рябчик ночевал. Сидел. Вон там. Еще шаг бы сделал, еще набрал бы воды. Вот так вот. Везде опасность, везде, кругом. Весна она такая. Ошибок вообще не прощает. Да, и ручей. Правильно, что я не шагнул, ребят. Я думал, ручей там где-то бежит. Он, оказывается, сюда, жунг, вон, поворачивает. И здесь где-то проходит. Вот так вот. Мог бы набрать воды. И много. И потом все. С сырыми ногами ходить. Это дискомфорт. Ну, почти снова рюкзак набрал, блин. Уже тяжело ходить. Ну и оставлять не стану. Тут недалеко уже лодка. Вон еще одна чага, ребят. Здорово. Это хорошо. Большая, но она есть. Да. Пока не подойдешь, пока не подойдешь, даже и не поймешь, чага, не чага. А тут чагище. И тут еще такой кусок. Ну все, забираем. Ничего не оставляем тут. Вот так. Вот такой шматок. Вон. На хорошем расстоянии достану. Опа. Упс. Упала. Куда не надо. По сторонам еще смотрю. Кап вижу, но вроде как больше ничего нету. Все, чистим. И дальше идем.